Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите «Уроки экологии» на телеканале Юрган. С вами я, Иван Справедливый. В России завершается год экологии, и наш цикл передач тоже подходит к концу. Несмотря на это, не переставайте быть экологичными, то есть разумными в потреблении ресурсов. Такой подход приводит к улучшению здоровья, защите окружающей среды и даже экономии финансов. Будьте ответственны перед самими собой и природой. Сегодня наш урок посвящен глобальному потеплению. Узнаем, как климатические изменения влияют на природу Коми. Среднегодовая температура на территории республики повысилась на 0,2 градуса за последние 30 лет. В результате потепления меняется характер почв, границы леса и места обитания животных. Человек также бессилен перед погодными катаклизмами. Приход морозов в этом году задержался. В результате в начале декабря жители Коми остались без переправ. Впервые за 20 лет. Виной тому тонкий лед. Толщина должна быть не менее 12 сантиметров. На льду имеются большие трещины. Водоемы еще не полностью промерзли, то есть на середине водоемов лед еще совсем не сформировался. Находиться на данный момент на льду крайне опасно. Населенные пункты оказались отрезаны от большой земли. Передвижение через реку только при помощи катеров на воздушной подушке. А жители Воркуты вспоминают аномально теплое лето. Почти неделю температура не опускалась ниже 30 градусов. В Заполярье даже открыли купальный сезон. А некоторые рискнули заняться растениеводством. Свежие овощи здесь редкость. Парники строят по специальным технологиям. Семена выбирают для зон экстремального земледелия. Прежде чем укладывать слой земли, мы проложили изолирующий материал, стараясь, чтобы он был экологически чистым, для того, чтобы холод как можно меньше проникал к корням растений, не тормозил их рост. О сюрпризах погоды жители республики предупреждает Гидрометцентр Коми. За точным прогнозом сюда обращаются спасатели, энергетики, строители, а также телеканалы и радиостанции. Почти 30 метеоплощадок раскидано по всему региону. Круглосуточные наблюдения ведутся техниками-метеорологами. Говорю, когда людей обучаем, чтобы именно была честность. Для того, чтобы получился хороший прогноз, что нужна, в первую очередь, честность. Чтобы человек был честный и наблюдал так, как положено наблюдать честно. И ночью, и днем, и все время, как положено, независимо от всего. Начальник Сыктывкарской метеостанции Зоя Константиновна Цветкова уже 53 года на посту при любой погоде. В столицу Коми она попала по распределению из Тульской области. Признается, у настоящего метеоролога зашкаливает чувство ответственности. В профессии задерживается только с физико-математическим складом ума. Специалист подмечает, что климат действительно стал более мягким. Конечно, у нас очень была большая разница между летом и зимой. Зимой морозы были сильные, лето бывало часто тоже жаркое лето, а сейчас, конечно, у нас как бы погода немножко выровнялась. И в результате, вот видите, сейчас декабрь месяц. Вот, во-первых, очень мало солнца, вообще очень мало солнца. В том году у нас была такая проблема, что, видите, у нас фактически, по-моему, за ноябрь месяц всего было 2 часа с солнцем. 2 часа. Без солнечной энергии люди раздражительны и сонливы. Но приход морозов означает активность светила. Опытный метеоролог не верит народным приметам, только своим наблюдениям. Информация собирается автоматически, датчиками метеостанции в местечке Дырнос. Учитывается температура воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, влажность и температура поверхности почвы. На основе этих показателей формируются готовые карты погоды. Прогнозы у нас имеют оправдываемость достаточно хорошую, от 95 до 97%. Это вот от 1 до 3 суток, они в принципе хорошо сбываются. А далее у нас идут прогнозы уже среднесрочные. Ни одна численная модель не сможет предсказать уже, как поведет себя погода уже, допустим, через 10 дней или 2 недели. Сложные математические расчеты, модели и формулы позволяют верно предугадать планы небесной канцелярии. Только при столкновении циклона и антициклона ухудшение погоды непредсказуемо. Самые свежие и достоверные данные поступают с искусственных спутников Земли. Также уверенности в прогнозе придает высотный зонд, который поднимается до 15 километров. Синоптики следят и за температурными аномалиями. Именно за 15 лет больше всего температура отклонялась в положительную сторону. Она росла. И в 2016 году наблюдался максимум. А по 2017 году только предварительно можно отметить, что температура воздуха также повышалась, но может быть не столь критично уже. Погода у нас отличается от нормальной, тоже в положительную сторону, на
10-15 градусов – это, в принципе, очень много, особенно отклонение в Заполярье, в Воркуте. Даже вечная мерзлота постепенно оттаивает. Впервые за последние 2-3 тысячи лет, поскольку напрямую зависит от температуры воздуха. Факт подтверждают ученые Коми-научного центра. Здесь заполярные почвы под пристальным вниманием с середины 90-х годов 20 века. Самое благоприятное время для научных экспедиций – это август и сентябрь, когда уходит сезонная мерзлота и земля максимально прогрета. Ручной инструмент – это мерзлотный щуп. Соответственно, нажатием в почвогрунты достигает на определенной глубине поверхности многолетних мерзлых пород. И мы смотрим, соответственно, вот по данным меткам, на какой глубине находится мерзлота. В распоряжении исследователей целый арсенал электроники для регулярных замеров температуры почвы. Оборудование спускается на 15 метров по каналу скважины. Это оптимальная глубина для самых точных показаний. Другой помощник на местности – георадар. Просвечивает до 10 метров почвы и показывает обстановку в недрах. Сигнал его антенны отражается от подземных пород. Еще один вспомогательный прибор – влагомер. Избыток влаги ускоряет сезонное протаивание. Подносим к поверхности почвы, надавливаем полностью до конца сенсоров и нажимаем кнопку Read, то есть прочитать температуру влажности. Вот он считывает и показывает нам объемную влажность вот данной почвы, в которой растет цветок, 27,9, то есть почти 28%. То есть, что говорит о том, что его поливали, но уже, наверное, вчера. Личный рекорд Дмитрия Каверина при десанте на север – 77-я параллель. Это административный центр архипелага Шпицберген. До Северного полюса рукой подать. Чуть больше 1000 километров. Правда, поводом для вылазки в суровейшие условия стала встреча с коллегами. Ученые из Канады, США, Германии, Финляндии, Швеции, Норвегии и даже Китая всерьез озабочены таянием многовековой мерзлоты. Наверное, самая большая опасность – это все-таки просадки поверхности почв. Связано это также может быть и с образованием различных оврагов, усиление эрозии. Если по этим участкам проходят различные магистрали, дороги, трубопроводы, то есть топливопроводы, различные нефтепроводы, газопроводы, конечно, это будет влиять тоже в негативном, это может способствовать их повреждению, деформации. Последствия потепления уже проявляются. Первым от природных катаклизмов страдает Воркутинский район республики. Сначала исчезает прочный ледяной фундамент, затем грунт движется, и в результате деформируются здания. Это легко определить по трещинам на несущих стенах. Постепенно вечный морозильник движется на север, к морскому побережью. Следом за ним тянутся и растения. На равнинной территории изменения границ леса, они менее представлены. Если мы наблюдаем изменения границ леса на приполярном Урале, эти границы достаточно хорошо прослеживаются, и в последние десятилетия в связи именно с изменением температурного режима продвижение границ леса на несколько десятков, а то и сот метров, они достаточно хорошо и отчетливо со спутником могут быть видны. Кроме того, участки отступившей многолетней мерзлоты облюбовали кустарники и болота. По наблюдениям ученых, заполярная полоса европейской части России подверглась самым значительным изменениям во всем мире. Этим объясняется повышенный интерес к Коми. Регионы Зауралья и Западной Сибири только начинают испытывать то, что наша республика уже пережила. Для оленеводства, сфера деятельности, которая на территории Республики Коми широко представлена, это повлечет за собой существенные изменения с изменением маршрутов прогона стад, с изменением характеристик оленеемкости. Изменяется соотношение кормов, в частности, начинают увеличиваться кустарниковые, жизненные формы кустарников, травянистых растений. Это влечет изменения в пищевом рационе животных. Животные больше поглощают зеленых кормов, и в некоторых случаях это приводит к изменениям и качества самой продукции, и изменению системы выпаса. Ученые Коми-научного центра разработали рекомендации для оленеводов. Благодаря этому в нашем регионе оленьи пастбища в более благоприятных условиях, чем, например, на Ямале. Там природная катастрофа, пастбища исчезают. Только за 2014 год более 10 тысяч рогатых вымерло из-за нехватки корма.
В этом году наши ученые отправились на Ямал на выручку соседям. Местный олень стал носителем спутникового ошейника. Теперь все его перемещения отслеживаются для спасения стада. Целые регионы невозможно охватить только полевыми исследованиями. Определять тенденции позволяет спутниковая фотосъемка. Метод дистанционного зондирования, смысл основной его в том, что мы используем для получения данных, необходимых нам, космические изображения Земли. То есть изображения сделаны либо со спутников, которые летают вокруг Земли, либо с самолета или с вертолета, либо с беспилотных летающих аппаратов. Даже повышенная облачность не мешает сканировать север Коми. В таком случае обследование ведется при помощи радиоволн. Пользоваться космическими данными позволяет принцип открытого неба. Организации, ведущие наблюдения с орбиты, предоставляют совершенно свободный доступ к снимкам. Единственное ограничение – это расширение в 20 метров. То есть подробности не разглядеть, только общая картина. Участок 20 на 20 метров. Изменение облика территории влияет и на животный мир. Например, многие виды птиц, которые обитали более южнее, начинают проникать на север. Это достаточно много видов. Это будет 73 новых вида, которых мы зарегистрировали на нашей территории. Тем не менее, еще более 40 видов, активно, которые обитали в более южных районах нашей республики, начали активно продвигаться на север. Наряду с птицами появляются и другие виды животных. Например, буквально несколько лет назад нам пришло сообщение, что в южных районах нашей республики нашли обыкновенного ежика. Чаще всего коренные животные страдают от климатических сдвигов. Например, тетеревиные, почуяв весеннее солнце, дают потомство. Но раннее потепление сменяется заморозками, и весь выводок погибает. Еще досрочная весна вынуждает пернатых возвращаться домой раньше обычного. Тот же грач изменил свой график на 2 недели за последние полвека. Тайга всегда славилась сибирскими и арктическими видами зверей и птиц. Сейчас не редкость встретить здесь представителей Европы, а редкие или вымирающие виды обязательно попадают в Красную книгу республики. Мы активно работаем по Красной книге, мы выезжаем в экспедиции те точки, которые наименее изучены, собираем материал и, конечно, вот дополняем Красную книгу. Создаем новые списки Красной книги, у кого численность повышается, меняем категорию. У нас есть около 100 респондентов, уже хороших. Мы регулярно отсылаем им анкеты. Они нам пишут, анкеты заполняют, объясняют, что, как, что-то спрашивают у нас и так далее. И поэтому вот местное население тоже активно работает в этом отношении. Красная книга Коми обновляется раз в 10 лет. Ближайшая редакция в 2019. Она на треть будет отличаться от предыдущего выпуска. Некоторые виды увеличили свою численность в нашем регионе, а в остальной России наоборот, на грани исчезновения. Ученые делают вывод, что эти животные смещаются на север, инстинктивно, вслед за привычной погодой. С научной точки зрения изменение климата – это процесс естественный. Конечно, влияние человека его ускоряет. Периоды похолодания и потепления меняются по кругу. Только вот сложно определить, в какой именно точке мы сейчас находимся. На этом наш урок окончен. Тема пройдена. Теперь вы понимаете, насколько сильны взаимосвязи в природе. Глобальное потепление бросает человеку новые вызовы. А под влиянием климата Республика Коми необратимо меняется. А теперь вопросы для самых внимательных. Какой город республики в первую очередь испытывает климатические потрясения? Что значит принцип открытого неба в космических наблюдениях? На сколько процентов достоверны прогнозы синоптиков?